Торговля оружием. На сегодняшний день оружейный черный рынок наряду с киднеппингом и наркобизнесом остается одним из самых опасных и прибыльных криминальных промыслов. Несмотря на ощущаемую стабильность в обществе, на его теневой стороне, недоступной для глаз обычных граждан, орудуют банды, массово продающие и скупающие оружие. Масштабы этого бизнеса колоссальны и по своим оборотам порой не уступают сетевым торговым площадкам. Амбициозные цели оружейных баронов, ежегодно вскрываемые Комитетом национальной безопасности, по-настоящему пугающие. Среди них не только бандиты и уголовники, но и самые настоящие волки в овечьей шкуре из числа правоохранителей и адептов духовенства, и даже фашисты. Бывший сотрудник базы Южной МВД Республики Казахстан продавал оружие и боеприпасы, которые подлежали уничтожению. Свою вину полностью признаю, раскаиваюсь, обязуюсь впредь больше не повторить. Қазіргі таңда жұмыс істейтін орын Сұлтан Қорған мешітінде наиб имам болып жұмыс істеймін. Қолбыралы пистолет и оқтар алған 100 оқ қайталамауға уәде беремін. Хангтар 2022 наглядно показал, что даже незначительный арсенал оружия в руках деструктивных групп может обернуться трагическими последствиями. Ситуацию осложняет вовлеченность в преступный бизнес отдельных сотрудников полиции. Ведомые жаждой наживы, они забывают о чести мундира и приступают закон. Сложность заключается в том, что процессы в данной среде протекают латентно. Используются нестандартные формы оплаты, особый лексикон, периодически в торговлю оружием вовлечены сотрудники правоохранительных органов, которые осведомлены о формах и методах оперативно-розыскной деятельности и применяют повышенные меры собственной безопасности. В начале декабря 2021 года в городе Алматы и Алматинской области Комитетом национальной безопасности совместно с Департаментом собственной безопасности МВД проведен первый этап крупномасштабной спецоперации по пресечению канала вторичного оборота оружия, организованного действующими и бывшими сотрудниками органов внутренних дел. Задержаны основной организатор канала сбыта оружия и трое его пособников. Преступная схема хищения организована работниками базы военного и специального снабжения «Южная» и заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом. В результате комплекса оперативных мероприятий вскрыта и подтверждена вовлеченность в преступный промысел сотрудников Департамента полиции Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, занимавшихся фальсификацией актов уничтожения, подделкой ведомостей и удалением заводских номеров оружия. Выявлена вся клиентская сеть, состоявшая из представителей уголовно-преступной среды, деструктивных религиозных течений, ультраправых идеологий, экс-полицейских. Установлено, что из регионов похищенное оружие доставлялось на базу «Южная» для последующего сбыта. На примере оперативной разработки базы «Южная» мы наглядно видим, как работает преступная схема по выводу вооружения в нелегальный оборот и последующему сбыту. Клиентура – это далеко не законопослушные граждане, потому что те, кто живут в рамках правового поля, они приобретают оружие, проходя все необходимые разрешительные процедуры. А незаконное приобретение – это удел тех граждан, которые по тем или иным причинам не могут обладать оружием. В конце декабря 2021 года реализован второй этап спецоперации в городах Караганда, Павлодар и Петропавловск. Задержаны 3 организатора канала сбыта оружия. В общем, из незаконного оборота изъято 348 единиц оружия, 13 гранат, 7387 боеприпасов. Пресеченный канал вторичного оборота оружия свидетельствует о системных проблемах по контролю за хранением и утилизацией вооружения. Указанное создает условия для его попадания в руки деструктивных групп и использования в криминальных целях и антиобщественных акциях. Принятыми накануне событий трагического января мерами из незаконного оборота изъят значительный арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, что предотвратило его попадание в руки участников массовых беспорядков. Работа в данном направлении продолжается.